Добрый день, уважаемые коллеги, участники информационной сессии «Цифровая образовательная среда. Повышения оценки качества образования». Уважаемые коллеги, сегодня основной трек нашего международного семинара – это качество образования. В рамках первого информационного трека мы сегодня говорили с вами об оценочных процедурах. И, конечно же, мы не могли не затронуть вопрос, связанный с формированием новых компетенций наших педагогов. Действительно, пандемия оказала существенное влияние на осознание нами новых задач, которые стоят перед нами. И цифровая образовательная среда для нас теперь это среда для педагогической коммуникации, для построения новых технологических решений, которые будут приняты на уровне общества, родителей и детей. Уважаемые коллеги, вместе с нами сегодня работают наши международные эксперты. Андрей Витальевич Коптелов сегодня к нам присоединяется. Университет имени Сэма Хьюстона вновь подключен. И руководитель Международного департамента университета Андрей Витальевич вместе с нами. Андрей Витальевич, мы ждали вас сегодня, и наши коллеги приветствуют. Андрей Витальевич, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Очень рад снова с вами вместе поработать сегодня. Но у меня сегодня очень много что рассказать есть для коллег, и особенно для учителей. Я когда разговаривал с Галиной Владимировной до начала семинара, я спросил, будут ли участвовать учителя. Она говорит, это и сделано для них. Будет большое количество учителей. Поэтому мое выступление сегодня, оно будет больше, наверное, направлено на то, чтобы поделиться с учителями практическим опытом, рассказать о том, как у нас используются цифровые технологии, ну а также немножечко посмотреть, какие же тенденции сейчас возникли и существуют, и обсудить их с вами. Так как времени немного, я, наверное, начну, ладно? Значит, в настоящий момент мы выделили 6 основных таких тенденций, которые присущи образованию 21 века. Прежде всего, это онлайн-обучение. И, безусловно, вот сейчас ситуация с коронавирусом, она показала, что образование в будущем, образование после того, как пандемия закончится, оно уже никогда не останется таким, как есть. Я имею в виду таким, как оно было до этого. Онлайн-обучение становится сейчас очень, так сказать, актуальным, развивается достаточно мощно, и оно уже заняло определенное место в образовании. Развитие разработка материалов для образования, которые базируются на использовании технологий. И особенно, если к этой разработке подключены сами учащиеся. То есть на самом деле мы учимся тогда, когда мы что-то делаем. Если мы слушаем лекцию или даже смотрим видео, безусловно, какая-то информация, так сказать, появляется, она оседает, хранится, может быть, какое-то время, но это не настолько эффективно, насколько то, что учащиеся сами делают, особенно если они еще делают с применением технологий, которые они так любят. Сейчас, в настоящее время, очень популярной, да и не только популярной, а уже, так сказать, естественным становятся мобильные устройства. И как часть этого дела это различные игры. Ну вот одна из тенденций, которую мы выделили, это инновации в области использования и разработки мобильных устройств, а также применения компьютерных игр в образовании. Не простых компьютерных игр, а именно обучающих, контролирующих компьютерных игр, то есть игр, которые направлены на образование. Но мы все знаем, насколько важно, или, так сказать, насколько зависимы, я использую такое слово, стали учащиеся, да и не только учащиеся, все взрослые, к социальным сетям. И поэтому, используя возможности таких сетей, используя мотивацию людей, которые, так сказать, уже знают и владеют социальными сетями, возможно рассмотреть, каким же образом мы можем осуществить совместное обучение.
с помощью таких сетей. Ну, как результаты всех этих вот перечисленных тенденций формируется цифровая грамотность. И здесь на слайде не отмечено, но мне бы хотелось сказать, что параллельно с цифровой грамотностью формируется определенная зависимость, вот на что необходимо также обращать внимание, вероятно, и задумываться, потому что зависимость к интернету, зависимость к мобильным устройствам, она, безусловно, явно прослеживается, и, вероятно, это не самый лучший, так сказать, момент, который нам приносит технология. Если посмотреть роль технологий в образовании, то два основных направления уделяются. Это, прежде всего, технология как инструмент, который помогает учителю, помогает учащемуся в учении, а второе – это технология как объект для изучения. Сегодня мы будем говорить о первом компоненте, это технология как инструмент, который помогает с преподаванием и обучением. Ну, наверняка в любой стране основные компоненты преподавательские – это планирование уроков, само непосредственное, так сказать, обучение учащихся на занятиях, оценка учащихся, оценка знаний учащихся, а после этого какая-то корректировка того, что было запланировано, того, что было, так сказать, дано учащимся в связи с результатами. Ну вот это, так сказать, основные базовые камни, от которых мы сегодня оттолкнемся для того, чтобы рассмотреть, каким образом в той или иной области может быть использована технология. Но говоря о планировании, в Соединенных Штатах огромное количество интернет-ресурсов существует, и даже такие, которые приносят деньги учителям. Например, учителя разрабатывают интересные какие-то уроки, интересные проекты, помещают их на онлайн. Есть значит, такой веб-сайт Teachers Pay Teachers, это вот третий, последний здесь. И другие учителя смотрят на разработанный урок, если им он нравится, они могут купить его там за $1, за 2, за 1,5 и так далее. Вот. Ну а также есть и другие ресурсы, где учителя просто делятся своими идеями или спрашивают, а как мне поступить в данном случае, а что лучше для того или другого урока. В процессе преподавания, говоря о технологиях, ну, в американской школе сейчас большое очень влияние оказывают различные планшетники и лаптопы. Также в школах применяются или же Google Classroom. Я здесь включил Google Suite, потому что помимо Classroom существует еще и множество других приложений Google, которые используются в школах. Очень популярна стала программа Schoology. Мы поговорим о ней немножко позднее. И несколько других платформ. Видео и мультимедиа по-прежнему очень актуальны и очень, так сказать, хорошо используются, потому что это визуализация материала. 3D-моделирование намного, так сказать, облегчает понимание материала учащихся. Существует множество приложений, которые также в школе доступны. Перевернутый урок и, так мы его называем, blended lesson. Но это какая-то разновидность перевернутого урока, который создает сам учитель, но это не значит, что учащиеся должны работать с ним дома, они могут работать с ним прямо на уроке. Вот в этом вот отличие. Ну и, безусловно, онлайн-обучение, вот в настоящее время пандемии показала нам, что такая возможность существует, и при определенной, так сказать, подготовке и при определенных инструментах это работает. Я быстренько хочу показать вам интересные таблицы о том, как люди выходят в интернет в разных странах, с помощью каких устройств. Вот здесь зеленая линия показывает мобильное устройство, а синяя линия показывает те настольные компьютеры, десктопы, которые у нас у всех в офисе есть. Вот вы видите, как растет влияние мобильных устройств в настоящее время. Вот это вот США, значит, мобильное устройство – это синий график.
Японии, они несколько более консервативные, японцы всегда немножко более осторожны, вот. Но тем не менее даже и здесь вот вы видите, что применение мобильных устройств для работы с интернетом, оно опережает очень сильно применение обычных компьютеров. Ну, Китай, вот здесь вот также примерно такая же картина, как в США. Ну и для Европы, например, Великобритания, то есть тоже большой разницы нету. Все это нам говорит о том, что тенденция в образовании, это данные по, не только по образованию, а вообще по использованию интернета людьми. Но эти данные говорят нам о том, что в образовании мобильные устройства наверняка займут лидирующее место. И поэтому мы подошли к этому вопросу с такой идеей, что почему бы не научить учителей, не познакомить их с тем, чтобы они могли создавать сами какие-то приложения для мобильных устройств. И почему бы в дальнейшем учителя не помогли бы учащимся в школе создавать приложения для мобильных устройств, именно направленные на те или другие темы занятий, на те или иные другие объекты, и таким образом учащиеся, как я говорил несколько ранее, учащиеся будут что-то делать, и тем самым они смогут лучше понимать материал. Безусловно, задача эта непростая. Я понимаю прекрасно, как сам как учитель, я понимаю, что времени у учителей нету, вообще нету. Но, тем не менее, иногда бывают вещи, которые нас завлекают, которые нам очень интересны, и в конечном итоге они делают определенный скачок в нашей профессиональной деятельности. Ну вот для подтверждения этого я хочу вам показать парочку приложений, которые сделали мои студенты университета. Одно из приложений – это по математике, по геометрии, вот такой лабиринт. Ну, это просто один экран, там множество различных экранов. Программа позволяет учащимся изучать элементы геометрии, подсказывает им, если они где-то чувствуют затруднения, позволяет им просматривать видео по той или иной теме и так далее. Все это было сделано с нуля абсолютно студентами нашего университета, вот, которые посещали мой курс. Вторая программа, вот здесь я даже включил целиком такой стендовый доклад, который студенты делали в мае, буквально 2 недели назад. Она направлена на изучение истории, и в частности истории Соединенных Штатов Америки. Сначала учащиеся с помощью своих смартфонов или планшетников изучают штаты, а потом изучают историю каждого штата в отдельности в зависимости от того, что идет по программе. Вот это я включил, если кого-то заинтересует, вы можете скачать презентацию, я включил те инструменты, которые возможны для разработки приложений для мобильных устройств. Ну и в частности, мы использовали вот этот первый, это MIT App Inventor. Ну, теперь мне хочется перейти к оцениванию знаний. Оценивание знаний, 3 основных используются таких наиболее крупных в американской школе. Это предварительное оценивание, текущее оценивание и уже окончательное оценивание по результатам выполненных работ. Существует множество квизов, множество различных тестов, базирующихся на основе интернета. Но наиболее известные это такие, как Kahoot, я уверен, что вы его знаете и, может быть, даже используете. Кому-то он нравится, кому-то нет. Я, например, считаю, что при очень минимальном использовании он может работать, но при, так сказать, часто и много, наверняка, это не самый лучший инструмент. Plickers – это приложение, которое, давайте я пойду сразу буду показывать, приложение, которое позволяет использовать технологии без того, чтобы ученики пользовались своими устройствами. Вот они показывают такие карточки, поворачивая их в зависимости от ответа. И вот то, что вы видите сейчас на слайде на смартфоне, вот это то, что видит учитель. Зеленые – это правильные ответы, тут имена учащихся. То есть это буквально, вот так сказать, моментально учитель может видеть ответы учащихся. И, безусловно, все это сохраняется в базе данных. И вот рука учителя показана. И
в дальнейшем учитель просто-напросто распечатывает данные, графики и заносит результаты уже в грейдбук, как мы называем, так сказать, журнал. Вот. При использовании этого приложения только учителю необходимо его мобильное устройство, а учащиеся не используют никакой технологии. Но, тем не менее, так сказать, это работает неплохо. Вот еще один слайд по этому приложению. Один из моих самых любимых, и, кстати, моим студентам он тоже больше всего нравится, это Nearpad. Nearpad позволяет... Nearpad позволяет осуществить интерактивную работу учащихся. То есть, если, скажем, Kahoot – это только то, что ученики отвечают путем выборочных ответов, то Nearpad, он позволяет учащимся свои ответы давать в класс, и все видят, и учитель, и ученики, все видят, что они отвечают, а также, сейчас я немножечко вернусь назад, я не знаю, почему у нас перескочило вдруг. А также учащиеся могут и рисовать что-то, и рисунки будут видны на экране, причем от каждого ученика. Они могут общаться друг с другом. Огромное количество функций, причем очень интересное. Я думаю, что, работая с Nearpad, сами учащиеся в школе могут по заданию учителя и с помощью учителя создавать великолепные обучающиеся материалы. Вот то, о чем я говорил, когда перечислял 6 основных направлений. И это на самом деле очень занимательная программа, и ученики будут очень рады и горды показать это или использовать это в классе. Ну вот еще одно приложение, которое мы используем, оно разработано учеником старшей школы. Очень похоже на Kahoot, но оно позволяет учащимся зарабатывать, так сказать, виртуальные деньги, а потом использовать их для решения каких-то задач. То есть достаточно занимательно. Вчера я разговаривал со своими детьми, но хотя я знаю и уже работал с этой программой раньше, я задал им вопрос в связи с тем, что сегодня запланировано мое выступление. Я спросил, что больше всего им помогает из технологий. И они сказали, что вот та программа, которая сейчас на экране, Excel, она помогает им больше всего. Здесь разработаны задания, и учащиеся прорабатывают эти задания, и программа разработана таким образом, что она может помогать школьникам находить правильный ответ, не просто находить правильный, а понимать материал для того, чтобы правильно ответить, и пытается, так сказать, помочь им достичь самой высокой оценки. Ну вот, эта программа, кстати, она онлайн. Мы используем Blackboard, это платформа для онлайн-обучения, она очень продвинутая и в основном используется для старшей школы. Я бы хотел остановиться еще на нескольких. Это виртуальные библиотеки. Ну вот один из примеров здесь, который я вам привел, это X-Reading. И если вы посмотрите на картинке, что она делает, значит, это вот данные по одному ученику, какую книжку он читает, на каком он уровне, сколько слов в этой книжке, сколько слов прочитал конкретный ученик, какой процент это составляет, сколько времени ученик потратил на чтение, какова была скорость чтения. Ну и потом, значит, есть квиз или небольшой тестик, и вот каким образом он справился, отвечая на вопросы о содержании данной книжки и так далее. То есть большое количество информации для учителя, для преподавателя языка или чтения. И с другой стороны, помимо, вот так сказать, чтения, а почему бы не попробовать, чтобы ученики сами делали книжки какие-то небольшие, писали книжки. Ну вот одно из приложений, которое я хочу показать учителям Коми Республики, например, Book Creator. Оно позволяет создавать книжки с самими учащимися. А также цифровые истории. Мы используем этот метод, когда учащиеся создают какие-то цифровые истории, рассказывая о том, что они изучили в том или ином классе. Парочка еще приложений, сейчас я уже, так сказать, их упущу. Наверное, известный вам перевернутый урок и
Khan Academy, очень мощная платформа, которая может использоваться буквально по любому предмету. Существуют очень простые инструменты для того, чтобы создавать такие перевернутые уроки. Ну, здесь у нас есть какие бенефиты для учащихся и учеников. Также компьютерные игры. Но все знают, что учащиеся любят играть в компьютерные игры. И не все, так сказать, согласны с тем, что это хорошо. Я тоже считаю, что это не очень хорошо, когда дети тратят огромное количество времени. Но если они будут делать сами игры, то наверняка это принесет определенную пользу. Я сейчас оставлю вам на рассмотрение те, так сказать, слайды, которые говорят о компьютерных играх. И, наверное, последний слайд покажу, который помогает учащимся и учителям получать какие-то новые знания из интернета. Вот здесь 3 ресурса приведены, где ученики и учащиеся могут изучать различные предметы и различный материал. Спасибо большое за внимание, я готов ответить на вопросы. Андрей Викторович, огромнейшее спасибо. Я думаю, ваша презентация будет полезна нашим педагогам. Единственное, наверное, плохо, что это многие из этих версий, наверное, англоязычные, да? Да, они англоязычные, и моя презентация, как вы заметили, тоже англоязычная. Вот, но я решил специально, так сказать, не переводить ее, коль скоро в международном режиме. Я думаю, что нет. Смысл в том, что идея, когда эту презентацию посмотреть, ну, саму идею, может быть, увидев, можно найти подобную в русском варианте. Ясно. Хорошо, спасибо огромное. Коллеги, у нас всего было 45 минут. К сожалению, Андрей Викторович большую часть занял, поэтому продолжаем работать дальше. Спасибо огромное. Я приглашаю Нестерову Тамару Михайловну, старший преподаватель кафедры культурологического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Тамара Михайловна, мы ждем вас. Коллеги, если есть вопросы к Андрею Витальевичу, их можно задать в чате или в верхней закладочке у вас вопросы. Даже у нас вебинар будет до 15:30. Даже если мы уже уйдем с этого мероприятия, их все равно можно будет задавать, и спикеры на них ответят. Пожалуйста, Тамара Михайловна, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Слышно ли меня? Да, отлично вас слышно. Сейчас, я думаю, в чате люди тоже поставят плюсики, что вас слышат. Добрый день. Спасибо большое. Добрый день. Мое выступление будет посвящено инструментам управления образовательным процессом на базе решения российской разработки конструктора дистанционных курсов iSpring. И так как я являюсь преподавателем кафедры Санкт-Петербургской академии, которая занимается повышением квалификации педагогов, конечно, меня очень интересует, чтобы инструменты, которыми будут пользоваться педагоги, были им доступны и, по возможности русскоязычного, конечно, назначения. И, конечно, у нас, предыдущий докладчик говорил, что современный этап внес совершенно кардинальные изменения в процесс организации учебных занятий как в школе, так и во всех образовательных учреждениях, в том числе и в учреждениях повышения квалификации. И мы, конечно, пытаемся помочь учителям и сделать так, чтобы для них этот период, в который раньше мы говорили, что это дистанционные формы обучения добровольные, то вот этот период сделал так, что это стало необходимостью, такая форма работы, и они стали, в общем-то, совершенно
важными и обязательными для всех. Поэтому, конечно, желательно, чтобы при создании цифровой образовательной среды во время дистанционных форм учителям можно было минимизировать время на создание контента для дистанционных своих уроков и использовать имеющиеся материалы. А имеющиеся материалы у многих учителей – это, конечно же, презентации в PowerPoint. И мы прекрасно понимаем, что в системах дистанционного обучения, на сайтах эти презентации вот в том формате, который они готовили для традиционных уроков, они невозможны к использованию. Они не публикуются, не встраиваются и требуют дополнительных настроек. Поэтому вот так получилось, что в своих курсах и осенью, и зимой я как раз рассказывала о разных инструментах. Вот уже предыдущий докладчик упомянул некоторые из них, но пыталась все время давать возможность людям работать и в русскоязычных, в российских продуктах. И надо сказать, что наши фирмы очень отзывчивые в этом, идут навстречу и дают возможность пробовать, бесплатные лицензии предоставляют и создавать. Таким образом, мы с моими слушателями создали и опубликовали они на своих блогах и сайтах, и в системах дистанционного обучения довольно большое количество контента. Так вот, эта компания российская, которая разрабатывает конструкторы для дистанционных курсов, с помощью которых можно самим учителям создавать эти конструкторы, создавать эти уроки, и тестовые задания, интерактивные. Она довольно уже 19 лет работает на рынке онлайн-обучения, и ее продукцией пользуются 155 стран, и довольно большие компании выбирают этот контент. Компания и социальную поддержку образования осуществляет. Вот в период как раз этого самоизоляции нашей компания предоставила всем образовательным учреждениям бесплатно по 3 лицензии на конструктора Spring Suite. И надо сказать, что я вот являюсь координатором регионального конкурса дистанционных проектов, который объединяет детей и педагогов в разработках именно проектных деятельности. И в том числе в нем участвует это обязательное участие детей с ОВЗ. Так вот, этот конкурс, который идет у нас уже 6 лет, также сопровождает вот социальную поддержку, оказывает эта компания. Поэтому больше 300 участников ежегодно пользуются этим конструктором и возможностью разместить свои презентации, свои видеоролики через облачное хранилище, облачный сервис iSpring Cloud. И вот опыт того, что этим могут заниматься даже те, кто никогда еще не делал этого, ребята у нас участвуют с 1 по 11 класс, и все категории участников, в том числе, вот я уже сказала, с ограниченными возможностями здоровья, могут этим пользоваться. Поэтому вот я как раз и хочу сказать, что это достаточно простой и очень эффективный инструмент. В чем особенности современного образования, мы уже с вами вот неоднократно, наверное, все говорили. Конечно, это большая очень нагрузка на педагогов оказалась. Почему большая? Потому что они стали использовать свои материалы и разрабатывать уроки в традиционной, продолжали разрабатывать в традиционной форме. Учебники, письменные работы, фотографирование, присылание, отправление этих фотографий на почту, ужасный просто, совершенно нагрузочный вот такой
период был для всех, и родителей, и учащиеся, и учителя. Поэтому, конечно, хочется дать им инструментарий, с помощью которых они бы могли вот этот учебный материал представлять наиболее легко, просто, быстро. Ну и вот эти появления новых технологий способствовали бы привлечению и большей мотивации, и в том числе для учащихся, то, что вот говорили, что учащиеся сами деятельностный вот этот подход применять к ним, сами делали много практических работ. Какие качества современного преподавателя? Конечно, это повышение компетенций требуется и умение применять индивидуальный подход к каждому учащемуся. Дистанционные технологии, безусловно, это позволяют делать, вариативность заданий, разнообразие заданий, разнообразные инструменты для организации учебной работы, в том числе и вот такие онлайн, и электронное обучение, способность применять методы активного обучения и сотрудничества. У нас довольно много инструментов, которые дают такую возможность совместной работы, вот и в том числе в проекте. Ну и, конечно же, требуется обеспечить хороший результат обучения. Многие выступающие, я вот много слушала вебинаров и конференций, все говорят о том, что в этот период в дистанционной форме невозможно проявить эмоциональную компоненту. Ну вот мне кажется, что это не совсем так. Все зависит от того, как учителя формируют вот эту информационную цифровую образовательную среду, потому что есть возможность заниматься интересными задачами, не потерять талантливых учеников, которым дать повышенный уровень сложности этих задач, заинтересовать их игровыми технологиями, геймификацию включить, ну и создавать творческие проекты, таких очень много сейчас в сети. Ну и хотелось бы сказать, что, конечно, надо больше сейчас обращать внимание на создание качественного и хорошего контента. Здесь очень сложные есть моменты и нетривиальные, и этому, конечно, надо учиться. И вот институты повышения квалификации сейчас, конечно, будут развивать формы педагогического дизайна, учить этому, как представлять новый материал, как сопровождать обучение, а это чрезвычайно важно, потому что сопровождение в очном формате и в дистанционном, конечно же, меняется, тут появляется больше оперативности, нужно создавать новые способы обратной связи, переводить все время в практическую плоскость работы учеников, ну и очень важны критерии. Разработать критерии оценивания для того, чтобы повысить эффективность обучения. Безусловно, для такого курса нового, учебного курса в дистанционной форме, нужно учитывать и требования Санпина, нужно понимать, что мы в ответе за здоровье учащихся, которые не могут бесконечно сидеть за экраном и просматривать контент, который сделал учитель. Поэтому, безусловно, нужно эту информацию делить на блоки, на модули, на разделы. И интересная такая вот даже тенденция сейчас идет, чтобы порции учебного материала делить на экраны, для того, чтобы ученик каждую порцию видел как цельный материал, ну вот как страница, отдельная страница, которую можно листать последовательно, просматривая отдельную уже законченную порцию материала. Ну и, конечно же, те задания, которые вы делаете как контрольные. Индивидуальная траектория, конечно же, и контент будут зависеть от цели образования. Это могут быть онлайн-курсы, это могут быть онлайн-тренажеры или проекты. И вот этот конструктор курсов, я уже выбрала время?
Тамара Михайловна, Я к сам сожалению, если вы не возражаете, мы сейчас откроем доступ к вашей презентации, чтобы коллеги могли скачать, ну и посмотреть уже. У Тогда, нас если еще можно, один я хотя бы участник, а буквально времени осталось 9 минут. Хорошо, 3 минуты я тогда просто покажу, чтобы можно было, с каким инструментом вот в этом конструкторе можно воспользоваться. Здесь можно делать... Хорошо, вы не возражаете, что мы скачаем вашу презентацию? Да, пожалуйста. Хорошо, спасибо. И здесь можно делать и видеолекции, и тесты, и тренажеры, очень интересные интерактивности, запись с экрана и даже электронные игры, электронные книги. Вот здесь есть целый редактор, простой, легкий, русскоязычный, с помощью которого можно делать видеоуроки. Я не буду сейчас углубляться в это, просто вот пролистаю. Очень хороший редактор для тестов, 14 типов вопросов, при том, что не только те, которые мы привыкли с выбором, но и открытые вопросы здесь есть, можно задавать интересные мультимедийные добавления делать, и видео, и аудио. Можно сразу же на основе презентации, я повторю, что это все делается на основе уже готовой презентации, которая есть у многих учителей. Просто ее нужно модернизировать под вот этот конструктор и визуально, абсолютно визуально все это можно подправить, видя на экране перед глазами. Интерактивностей тоже очень много. Можно сделать и маркированные изображения, и шаги, и все, что... Вот есть такой еще англоязычный ресурс H5P, который тоже сейчас очень популярен, но он чисто англоязычный, и там есть некие моменты, которые, не буду сейчас углубляться в это, но есть моменты, которые для учителей будут неудобны. Здесь это учтено, и действительно можно и для компьютера, и для планшета, и для смартфона увидеть, как это будет выглядеть, и подправить, подредактировать. Электронные книги просто загружаются вордовские или PDF-овские файлы сюда, и можно делать гипертексты, тоже видео, аудио вставлять. Очень интересный формат, который можно предложить, чтобы сделали сами дети. То, что вот опять же мы говорим, образовательный этот контент. Ну и встраивать все эти инструменты можно встраивать на любой ресурс с помощью публикации, функция публикации есть, и в SCORM-пакет запаковывать, если это речь идет о системе дистанционного обучения, в Moodle или в Blackboard, на любую другую систему. Можно также поделиться своим курсом в разных системах. Ну и пробную версию, здесь есть QR-код, можно скачать эту пробную версию, перейти на сайт и попробовать это. Еще раз хочу сказать, что это не рекламная такая вещь, а очень удобный, интересный и опробованный многими педагогами из моих курсов вот этот ресурс. Спасибо вам большое. Спасибо огромнейшее. Обязательно посмотрим, изучим. Коллеги, если есть вопросы, Тамара Михайловна, их можно задать в закладочке «Вопросы» или в чате, она ответит. Следующий наш участник Павел Евгеньевич Бакунин. Это директор по развитию компании «Новый диск». Компания «Новый диск» – наши партнеры. Сейчас буквально месяц, вот как раз буквально в апреле, ресурсы компании «Новый диск» у нас загружены в систему ГИСЭО. Павел Евгеньевич, я не буду отнимать твое время, потому что у тебя осталось 5 минут. Но чуть-чуть. Да, я понимаю. Мы еще Вячеслав пару минут Алексеевич. заберем у следующих этих. И я предоставляю тебе слово. Да, добрый день, Вячеслав Алексеевич, добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать работников системы образования Республики Коми. Замечательно, что удается нам поработать, в том числе в таком формате. Я сегодня хотел рассказать вам о том, как можно использовать данные в региональных комплексных цифровых решениях в сфере образования. И, в принципе, мое выступление будет очень перекликаться с тем, о чем говорили на прошлой сессии и на этой сессии. То есть, если вы помните, Борис Валентинович
Илюхин, Галина Владимировна говорили о том, что есть данные, да, эти данные надо использовать, говорили, что можно использовать, что нельзя использовать, что можно сравнивать, а что нельзя сравнивать. И я вот как раз в продолжении этого вопроса хотел рассказать о тех решениях, которые в свое время я сначала развивал более 10 лет в регионе, отвечая за информатизацию и оценку качества образования, а теперь это же решение дальше развиваю уже в качестве разработчика данного продукта. То есть я говорю о системе управления сферой образования Иртеха, которая как раз установлена в Республике Коми, и о тех программных решениях, продуктах, которые представляет компания NovoDisk, то есть о едином комплексном решении. Я не буду останавливаться сильно на слайдах, у меня времени просто на это нет, буду говорить только тезисно. То есть здесь вы можете увидеть основные особенности систем. Самое важное, что система строится по модульному принципу, но с единой базой данных, что позволяет вводить данные только один раз и дальше из одного модуля в другой их передавать, что очень важно. Это регионы внедрения, в числе которых и Республика Коми с ГИС-ЭО, да. Ну и что я хотел сказать, что данных в образовании, как говорили, уже много, в том числе много данных и в системе ГИС-ЭО, но что из них можно использовать? Можно использовать только достоверные данные и объективные данные, то есть на основе их можно строить какие-то выводы, какие-то решения, что-то можно анализировать. Сегодня, если говорить в рамках всей России, да, то объективными и достоверными данными можно считать только ЕГЭ, которые обеспечиваются различными очень серьезными финансовыми вливаниями и различными серьезными процедурами. Другие данные зачастую не объективны, и что с ними может делать? В свое время, еще в бытность работы в Камчатском крае, мы просто приняли решение в один момент на уровне региона, что мы собираем отчетность только из информационной системы. Это можно сделать как на уровне региона, так и на уровне муниципалитета, так и на уровне одной школы, просто сказав, что вот зауч собирает информацию только из системы, на бумажку мне носить ничего больше не нужно. И здесь важно, что данные в этом случае будут достоверны, потому что они будут необходимы тому, кто их вносит в информационную систему. Вот в частности, в дошкольном образовании все в Камчатском крае до сих пор берется из системы «Сетевой город», и, соответственно, периодически только посылаются запросы на то, что корректна эта информация или нет. Что касается общего образования, то вы, наверное, со мной согласитесь, что данные становятся объективны только тогда, когда они вносятся только в одном месте, когда их не надо сначала в электронном виде заполнять, потом переносить в бумажный журнал или наоборот. То есть как только школа отказывается от бумажного журнала, данные в системе становятся объективными. У вас вот был вопрос, на первой сессии обсуждался о том, как выявлять проблемные элементы, как их отрабатывать, как строить индивидуальные образовательные траектории. У вас есть в Республике Коми замечательный модуль СОКа, который содержит 67 отчетов различных уровней. Я просто некоторые сейчас из них покажу, презентация останется. Ну, пример, прогноз качества образования. Отчетные данные, плюс, если вы увидите там на слайде, есть рекомендации провести индивидуальную работу с такими-то учащимися по таким-то темам. Все это строится на основе той деятельности, которую вы просто ежедневно в этой системе проводите. Довольно точный прогноз результатов ЕГЭ и ОГЭ. Тот вот отчет, анализ контрольной работы, который вы можете делать самостоятельно и в школе, мы используем на уровне региона, когда не только выдаются данные по контрольной работе, которые можно анализировать, по ним анализировать и объективность, но и показывает также, с каким ребенком конкретным нужно какие моменты отработать. Ну и вот наше новое решение, про которое я не могу не сказать, это цифровая школа образования, которая интегрирована в сетевой город образования, в вашем случае это ГИС-ЭО, да, глубокая интеграция с информационной системой электронных дневников и журналов. Здесь мы преследуем такую концепцию, что у учителя не должно быть куча ссылок, куча разных ресурсов, все должно быть в одном месте. Учитель работает с электронным дневником, поэтому в электронном дневнике все должно собраться, в том числе и образовательный контент. Мы разделяем контент по уровню доступа, то есть то, что создал учитель, лежит в его папке, то, что верифицировано уже, да, проверено, оно лежит в общей папке, доступно всем. Есть конструктор уроков, который позволяет наш контент, который является
содержит все необходимые материалы для работы учителя и для самостоятельной работы учащихся, его модерировать, то есть выкинуть из него что-то, что нет необходимости сегодня давать ученикам, добавить что-то свое, что у вас есть, какие-то ссылки на другие ресурсы и так далее. И все это лежит внутри сетевого города, назначается непосредственно в электронный дневник, там же ребенок это все видит, открывает и выполняет, и учитель потом видит результаты этого выполнения. Значит, результаты все хранятся, привязываются к дереву знаний, к кэсам. Учитель потом может посмотреть, как ученик освоил. Сейчас мы работаем активно над ассистентом учителя. Ну и вот на данном слайде можно увидеть, как это выглядит в электронном журнале и как это выглядит вот в левом нижнем углу. Вы можете увидеть, как видит результаты выполнения данного задание учителю. Уже непосредственно видно, какой ученик выполнял, время начала, время последнего захода, результат и оценка. То есть вот данное решение «Цифровая школа образования» – это вот как раз, опять же, в продолжение работы с данными. То есть оно позволяет эти данные накапливать, хранить, анализировать. И вот с точки зрения того, что освоил ребенок, что не освоил, и в дальнейшем ассистент, который мы сейчас разрабатываем, он позволит на основе анализа этих данных выдавать рекомендации о том, на какие моменты надо обратить внимание, да, какие ООД отработать, какие КЭСы отработать с ребенком, какие ресурсы использовать для того, чтобы это сделать. То есть вот данную работу мы ведем. Ну, вот так кратенько, презентацию я оставлю. Ну, и здесь тоже хочу сказать еще один момент, что, конечно, эти вещи надо освещать и на курсах повышения квалификации. У нас для этого есть, кстати, своя платформа, которую мы можем также предложить. А также есть курс повышения квалификации, в том числе по формированию цифровой грамотности. Уважаемые коллеги, здесь мои контакты, презентация доступна. Я думаю, что коллеги дадут возможность ее скачать. Если есть вопросы, можете писать. Я вот сейчас в ходе дальнейших с удовольствием отвечу. Спасибо большое. Спасибо, Павел Евгеньевич. Напоминаю еще, что ресурсы образовариума в ГИСЭО в обучении, если вы зайдете, то можно там с ними познакомиться. Они сейчас доступны и доступны в полном объеме. Коллеги, если есть вопросы, их можно задать в чате или в закладочке «Вопросы». Павел Евгеньевич ответит на них. Ну, а мы сейчас с вами заканчиваем. Я с вами прощаюсь. До следующих встреч. Всего доброго. Будьте здоровы, не болейте и используйте те ресурсы, о которых было сказано. Постарайтесь их, сейчас у нас пора отпусков начинается, использовать пару отпусков для, так сказать, для полезных дел и изучить эти все ресурсы. До свидания, всего доброго, до следующих встреч. Спасибо.